Екатеринбургские следователи возбудили уголовное дело об убийстве якутского пилота Руслана Валеева. По информации Следственного комитета Свердловской области, для того, чтобы наиболее тщательно разобраться в обстоятельствах случившейся трагедии, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье убийства. Следователи и оперативники уголовного розыска полиции допрашивают свидетелей и проводят экспертизы. Тело 28-летнего Руслана Валеева обнаружили в районе улицы Роза Люксембург 20 октября. По официальной информации, он отправился в Екатеринбург для повышения квалификации. 13 октября его госпитализировали с двухсторонней пневмонией в медучреждение, откуда вскоре мужчина ушел в неизвестном направлении. Мужчина погиб в результате ДТП в Амгинском районе. Еще 4 человека пострадали и госпитализированы. По сообщению управления ГИБДД, возле села Покровка произошло ДТП с участием 2 машин. По предварительной информации, водитель Toyota Fielder на 18-м километре дороги Амга-Аннёс столкнулся с машиной Toyota Ipsum. В результате аварии пассажир Toyota Fielder скончался до приезда скорой помощи. Водитель и пассажиры Toyota Ipsum госпитализированы в Амгинскую ЦРБ с различными травмами. В реанимацию положили девушку 2001 года рождения. Водитель Toyota Ipsum привлекался к административной ответственности 8 раз за различные правонарушения. Предварительно ДТП случилось из-за плохой видимости в связи с обильным снегопадом. Полицейские изъяли у жителя Амгинского района 2,5 килограмма марихуаны. При проведении профилактического обхода административного участка на территории заброшенной фермы полицейские заметили мужчину, который попытался скрыться, однако был остановлен. В здании правоохранители обнаружили 2 полипропиленовых мешка с марихуаной, которые принадлежали задержанному. Он пояснил, что собрал дикорастущую коноплю для личного потребления. Также выяснилось, что задержанный ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за другие правонарушения. В отношении него возбудили уголовное дело. Служба спасения спасла 5 человек, которые застряли в лесу со сломанной машиной в Нюрнбергском районе республики. Группа из 5 человек выехала в урочище Налды на автомашине УАЗ «Хантер» на рыбалку и охоту. Однако машина сломалась. На выручку им выехал их товарищ на таком же автомобиле и потерялся. Спасатели, не имея большегрузной техники, обратились за помощью к пожарным. МЧС Якутии по Нюрнбергскому району выделила 2 пожарных на машине. В ходе поисково-спасательных работ был обнаружен автомобиль, который ехал на помощь в неправильном направлении. Далее на лесном кордоне были обнаружены пострадавшие. В результате все были эвакуированы вместе с автомобилем. Жалоб на здоровье не поступало. За убийство бывшего зятя житель Алекминского района осужден к лишению свободы. Следователи установили, что 10 июня этого года мужчина выпивал со своим бывшим зятем. После того, как тот уснул, он внезапно 6 раз ударил спящего ножом в грудь. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия. Как позже было установлено, мотивом стала произошедшая ранее ссора между ними, обусловленная неоказанием бывшим зятем помощи своей бывшей жене и детям. Подсудимый признал вину в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к 8 годам в колонии строгого режима. Гражданин Индии предстанет перед судом по обвинению в хищении 2 бриллиантов на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура региона. Обвиняемый работал в одном из предприятий Якутска огранщиком алмазов и бриллиантов. По версии следствия, в марте этого года он подменил 2 бриллианта стоимостью около 800 и 640 тысяч рублей каждый. Похищенное он передал своему знакомому. Сумма ущерба, причиненная предприятию, составила около 1,5 миллиона рублей. Второго участника на данный момент объявили в розыск. В Нюрбе неизвестный молодой человек разбил витражи нового зимнего павильона в парке, чтобы проникнуть в кофейню. Оттуда он украл торт, газировку и чипсы. Все это